В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Нарушения земельного законодательства подразделяют на виды, связанные с нарушением прав собственника земли, права землепользования, экологического состояния земель, неисполнения обязательства, а также нарушением законодательства в области управления земельными ресурсами. Сегодня мы поговорим об ответственности за самовольное занятие земельного участка. Гость у нас в студии Аркадий Сисцев, старший прокурор отдела по надзору в сфере экономики и экологии прокуратуры республики. Аркадий Альбертович, здравствуйте. Здравствуйте. Охарактеризуйте состояние законности в сфере земельного законодательства на территории республики. Статьей 36 Конституции Российской Федерации предусмотрено, что граждане и их объединения вправе иметь в частной собственности землю. Между тем, данной же статьей предусмотрено, что владеть, пользоваться и распоряжаться земельными участками граждане имеют право свободно, но при этом, если это не нарушает требований земельного законодательства или прав и законных интересов иных лиц. К сожалению, практика прокурорского надзора прокуратуры республики свидетельствует о систематических нарушениях в названной сфере законодательства. По итогам 11 месяцев текущего года органами прокуратуры республики выявлено свыше 1000 нарушений законодательства о землепользовании, по которым принято более 500 мер прокурорского реагирования. Прокурорами выявлялись факты незаконного предоставления и использования земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности. К примеру, прокурором Хангаласского района установлен факт предоставления крестьянскому и фермерскому хозяйству, которое уже таким статусом не обладало, земельного участка в аренду на 49 лет, вместо предусмотренных законом 5. По принятым мерам прокурора земельный участок обратно возвращен в муниципалитет. Прокуратурой города Нерюнгри установлен факт незаконного предоставления предпринимателю земельного участка под нестационарный торговый объект размером площадью 45 квадратных метров. Между тем, в соответствии с требованиями земельного законодательства, под размещение нестационарных торговых объектов земельный участок не предоставляется, так как нестационарные торговые объекты размещаются в соответствии со схемой, утвержденной органом местного самоуправления. В данной же ситуации прокуратурой было установлено, что на земельном участке по факту был установлен стационарный объект, в связи с чем прокуратура республики направила в арбитражный суд исковое заявление о признании сделки недействительной и применении ее последствий в виде возврата земельного участка обратно в муниципалитет. Исковое заявление рассмотрено и удовлетворено. Прокуратурой республики в Хангаласском районе установлен факт использования незаконного земельного участка предпринимателем под видом образовательной деятельности. Проверки в указанной сфере продолжаются. Какая ответственность предусмотрена за самовольное занятие земли? За самовольное занятие земельного участка предусмотрена административная ответственность, предусмотренная статьей 7.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Законодательством предусмотрено административное наказание в виде штрафа для граждан и юридических лиц в размере до 200 тысяч рублей или либо до 3% кадастровой стоимости соответствующего земельного участка. Если проще говорить, что из себя представляет самовольное занятие земельного участка? Самовольное занятие земельного участка – это использование земельного участка без надлежащим образом оформленных правоустанавливающих документов на землю. В соответствии с судебной практикой под самовольным занятием земельного участка понимается пользование этим земельным участком иными лицами без в той или иной форме данного согласия с собственником земельного участка либо иным уполномоченным лицом. Если говорить проще, то, например, у гражданина А имеется земельный участок на территории города Якутска, у него на этот земельный участок имеются все надлежащим образом оформленные правоустанавливающие документы, но он данным участком не пользуется по какой-то причине. И тут появляется гражданин Б, который на этом земельном участке по своему личному решению самовольно возводит строение, пользуется этим земельным участком, возводит какие-то постройки хозяйственные. Это вот и является чистым, скажем так, самовольным занятием земельного участка. Также хотелось бы отметить один из тоже распространенных видов, скажем так, самовольного использования земельных участков с нарушением требований закона. Это использование земельных участков в нарушении требований вида разрешенного использования.
То есть, например, гражданину земельный участок был предоставлен муниципалитетом в собственность или в аренду, например, для индивидуального жилищного строительства, а гражданин в нарушение требований закона на этом земельном участке построил магазин или какое-то складское помещение. Это тоже, скажем так, является нарушением требований закона и преследуется уполномоченными органами. Какая ответственность, помимо административной, грозит гражданину, который вот самовольно занял землю? Помимо уже сказанной мной административной ответственности, предусмотренной статьей 7.1 КоАП Российской Федерации, гражданин может быть привлечен также и к гражданско-правовой ответственности. С данного гражданина может быть взыскана компенсация морального и материального вреда, связанного с самовольным занятием этого земельного участка. В том числе суд может принять решение о сносе самовольных построек, которые были в нарушении требований закона гражданином на этом земельном участке возведены. Полностью вся обязанность и бремя по сносу этих построек возлагается на нарушителя. Кроме того, если уполномоченными органами будет установлено, скажем так, определенное нарушение требований закона при оформлении этого земельного участка, то есть либо фальсификация правоустанавливающих документов, принятие заведомо каких-либо незаконных решений в интересах самовольного лица, которое самовольно заняло земельный участок, то уполномоченные органы также могут в рамках уже уголовно-правовой оценки давать оценку действиям должностных лиц органов власти, которые принимали те или иные незаконные решения. Куда могут обращаться граждане в случае установления, выявления факта самовольного занятия земли? В случае установления таких фактов граждане имеют право обратиться в органы местного самоуправления по месту жительства, потому что у органов местного самоуправления имеются полномочия по осуществлению муниципального земельного контроля. Также граждане имеют право обратиться в управление Росреестра по Республике Саха-Якутия, а также в органы прокуратуры. А если граждане незаконно отказывают в предоставлении земельных участков, куда стоит обращаться и какая ответственность также предусмотрена? Административная ответственность за незаконные отказы в предоставлении земельных участков предусмотрена статьей 19.9 Кодекса об административных правонарушениях. Данные дела возбуждаются только прокурорами, поэтому в случае незаконного отказа в предоставлении земельного участка со стороны либо муниципалитета, либо иных органов власти, граждане имеют право обратиться в органы прокуратуры. Данные правонарушения в этом году прокурорами выявлялись достаточно часто. По итогам 11 месяцев 2024 года к административной ответственности привлечено 19 должностных лиц за нарушение сроков рассмотрения заявлений граждан на предоставление земельных участков, либо за незаконные отказы в предоставлении земельных участков. Прокурорами принимались меры, направленные либо на понуждение органов власти рассмотреть заявление и предоставить земельный участок, либо на принятие решения об удовлетворении заявления и предоставлении земельного участка. Такие меры реагирования, к примеру, принимались прокуратурой города Якутска. Земельные участки гражданам предоставлялись. Поэтому, если, как раз повторюсь, если вам незаконно было отказано, вы имеете право обратиться в органы прокуратуры. Какая же ответственность предусмотрена для должностных лиц, которые также незаконно предоставляют людям земельные участки? Административная ответственность за незаконное предоставление уже земельных участков предусмотрена частью 2 статьи 19.9 Кодекса об административных правонарушениях. Удовлетворение должностным лицом заявления гражданина или юридического лица о предоставлении земельного либо лесного участка, либо водного объекта, которое не могло быть удовлетворено, влечет наложение административного штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей. Также должностные лица могут быть в установленном порядке привлечены к уголовной ответственности за принятие незаконных решений в интересах граждан в установленном законном порядке. Какие разъяснения законодательства вы можете дать гражданам для того, чтобы не оказаться жертвами мошенников при покупке земельного участка? При покупке земельного участка в первую очередь необходимо внимательно ознакомиться с основными правоустанавливающими документами. В целом это касается не только земельных участков, а любой недвижимости, что мы как органы прокуратуры настоятельно всем рекомендуем.
При приобретении земельного участка требуем представить у продавца все эти документы правоустанавливающие, так как на любой законно оформленный земельный участок должны быть, скажем так, законно оформленные документы. Все это содержится в выписке из Единого государственного реестра недвижимости, так как каждый земельный участок, который законно оформлен, должен быть включен в данный реестр. В выписке из Единого государственного реестра недвижимости там, в общем, имеется вся основная характеристика каждого конкретного земельного участка. Это его кадастровый номер, его месторасположение, кадастровая стоимость. И вот самое основное, что, к сожалению, граждане не всегда отсматривают и смотрят, это вид разрешенного использования и обременение либо ограничения, которые наложены на указанный земельный участок. Скажу так, по роду деятельности, что земельное законодательство является достаточно сложным. Сложно в него бывает погрузиться, поэтому не все граждане разбираются в тонкостях этого законодательства. Отсюда часто возникают проблемы, связанные с приобретением земельных участков. Граждане часто надлежащим образом не изучают данные документы, что приводит к проблемам, связанным с использованием приобретенных земельных участков. Появляются собственники земельного участка с надлежащим образом правоустанавливающими документами. Появляется информация о том, что тот или иной земельный участок невозможно использовать по тому виду, который гражданин покупал. То есть там имеются какие-то ограничения, связанные со строительством жилых домов, связанные с какими-то определенными красными линиями. То есть на тех или иных местах этого земельного участка строить то или иное постройку нельзя. Это все можно увидеть только при подробном исследовании, скажем так, и изучении правоустанавливающих документов. Поэтому настоятельно советуем гражданам при приобретении земельных участков внимательно осматривать, изучать эти документы для того, чтобы не стать жертвой мошенников, либо чтобы в целом не было в дальнейшем никаких проблем, связанных со спокойным, скажем так, использованием земли. Аркадий Альбертович, спасибо вам за полезную информацию. А я напомню, в эфире была программа «Актуальное интервью». Оставайтесь с нами.